1 из 4 миллионов. Именно столько конкурсантов было заявлено на участие в международном конкурсе «Большая перемена», где Накир Зангиев стал лидером. К финишной прямой он шел долго. Пройдя первые этапы интеллектуальных состязаний, выйдя в полуфинал, а затем и в финал, ученик 11 класса 3-й Карабулакской школы должен был пройти кейсовые задания и написать научно-исследовательские проекты. Изначально там был дистанционный этап. Сначала мы проходили этап знакомства, решали тесты, загружали видеовизитку, писали эссе. Дальше следовал этап командная гонка, когда мы уже создавали кейс по направлению, которое выбирали. У меня был кейс по направлению «Помни». Я создавал проект по модернизации музея в этом году. И далее следует очный этап, уже полуфинал, который проходит в разных регионах, разных областях в определенном месте. Например, у нас СКФО, он был в Всероссийском детском центре «Смена», где мы совместно с командами решали проекты, и в каждой команде оценивают отдельно человека по его навыкам. И в целом дальше проходит уже не вся команда, а уже какие-то участники, которые проявили себя лучше всего. В финале та же система, что и на полуфинале, только уже система оценивания бывает более строгая, и кейсы бывают намного сложнее, потому что уже это шаг к победе, последний шаг к тому, чтобы получить денежный приз. Накир надеется связать свое будущее с медициной, что не помешало ему перенастроиться, когда по заданию организаторов конкурса ему выпало направление образования. Умение нестандартно мыслить помогли ему, как он сам делится, написать тот самый проект, который позволит облегчить и разнообразить образовательный процесс школьникам. Мы создавали дополнительную платформу для наставничества, где ребята могли как-то повысить свою мотивацию по каким-то интерактивным модулям и могли развиваться. И в целом не только ученики, но и наставники могли проходить образовательную программу для того, чтобы знать, как лучше всего преподнести информацию, как мотивировать своих подопечных. По итогу конкурса Накир стал обладателем денежного сертификата на 1 миллион рублей. Средства он намерен потратить на науку. Премия «Большая перемена» в первую очередь вообще ориентирована на то, чтобы мы запустить стартап или же на образование. Но в целом нету какого-то контроля, есть свободная трата, но все-таки я ориентирован на то, чтобы запустить свой стартап и начать продвижение своего развития, образования, то есть готовиться к ЕГЭ и по каким-то курсам. Там, в детском центре «Артек», самым волнительным моментом Накир называет день, когда оглашали лучших. Не хотел вновь оказаться просто в числе призеров, как это было предыдущие 2 года. Его имя прозвучало в числе 200 победителей. Очень горжусь тем, что я начал этот путь, потому что в первую очередь я победил самого себя. Это была победа именно в том плане, что я смог все-таки реализовать свои таланты и навыки и доказать самому себе, что я способен дойти до самого конца. Обрадовался сам конкурсант, обрадовалась и его наставница Зарема Ахильгова, которая на протяжении 3 лет готовила его к заветной победе. За это время они стали настоящими друзьями, написали не один совместный проект, который стали востребованы в крупных городах России. Когда тебя судьба сводит вот с таким именно ребенком, с таким парнем, который воспитан в лучших ингушских традициях, который хочет развить свой потенциал и навык, который ему прививали с 1 класса в школе, это стоит дорогого, это большое везение, потому как ты можешь, вот глядя на этого парня, понимать, чего хочет именно представитель современного молодого поколения и как он хочет преобразовать эту жизнь, понимаете? Этот проект Владимиром Ильичем Путиным, он и запущен для того, чтобы выявить наиболее, скажем, развитых, наиболее востребованную часть молодежи в плане того, что они могут реализовать проекты именно вот в группе, что они могут преобразовывать общество в плане того, как им видится. В стенах 3-й школы образовался даже клуб «Большая перемена». Накир стал его идейным вдохновителем. Своими достижениями он мотивирует участников. Вообще мой путь начался с просвещения Накира. То есть, он нашу команду, он тоже мотивировал, он рассказывал им истории, говорил, что и как. Также важно не сдаваться. Он говорил, что важно не сдаваться, идти до своей цели до конца.
Помимо денежного сертификата, Накир Зангиев получил дополнительные баллы к ЕГЭ. Теперь самое время задуматься над своим стартапом. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.